Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – одна из государственных внебюджетных организаций, созданная в первую очередь для финансирования медицинского обслуживания граждан страны. Как отмечают представители фонда, в последнее время обращений от застрахованного населения больше. Объясняется это тем, что граждане стали более информированнее. Жители уже знают о своих правах и куда им обращаться в случае их нарушения. Также обратившиеся получают бесплатную консультативную помощь по вопросам обеспечения бесплатной медицины. Граждане имеют обращаться право лично или коллективно. Если гражданин обращается лично, он заполняет заявление, предоставляет пакет документов, и в течение месяца его обращение будет рассмотрено. В процессе рассмотрения обращения ему посылаются промежуточные письма с результатами обращений. Работа ведется не только в сторону рассмотрения обращений. Фонд также занимается ревизионной деятельностью. Организация ежемесячно проводит проверки всех медучреждений республики. Как отмечают представители фонда, такой контроль позволяет выявлять нецелевое использование денег. Но даже тут пандемия внесла свои коррективы. План-график утверждается ежегодно, и не реже одного раза в 2 года мы проверяем медицинские организации. На сегодняшний момент, в связи с условиями пандемии, нами в марте месяце была приостановлена очередная проверка в медицинском учреждении. И всего за 7 месяцев нами были охвачены только 3 медицинские организации. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь имеет каждый гражданин страны. Но в любом правиле есть свои исключения. В соответствии с 326 федеральным законом на основании 10 статьи занимается аннулированием полисов обязательного медицинского страхования граждан, поступивших на военную службу или приравненную к ней службу. То есть эти граждане они не подлежат страхованию по ОМС, потому что из бюджета фонда выделяются отдельно денежные средства на страхование граждан, подлежащих страхованию по ОМС, и отдельно на военнослужащих. Чаще всего фонд оплачивает лечение пострадавшим во время ДТП. Так, за последний месяц организация предъявила более 20 регрессных исков. Лицо пострадавшее есть лицо виновное. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в лечебных учреждениях. В свою очередь, территориальный фонд эту медицинскую помощь оплачивает за этого пострадавшего. И у территориального фонда возникает одновременно право предъявить требования виновному лицу в том объеме, в котором территориальный фонд вынужден был потратить свои деньги на оказание медицинской помощи этому застрахованному лицу. На сегодняшний день охрана здоровья – это приоритетная задача для государственной организации. Поэтому порядка 90% финансового обеспечения идет в территориальные фонды. Хава Газикова, Ахмед Гандаров, Новости 24.